последствия дождя, дорога все размокла, как квашня, короче, какая-то. Вообще машины грязнючие, пригрязнючие, наша такая же уже. И мы подъезжаем к поселку Березовый по просьбе наших подписчиков и телезрителей. Будем снимать сегодня все, что видим. Первым нашим пунктом будет поселок Березовый. Сейчас мы будем сюда заезжать. Доедем до... Как он называется-то, господи, это? Пост ГАИ, так называемый. Сейчас мы к нему зарулим и поедем по поселку. Так, а как же нам туда зарулить-то? Пост лесового контроля здесь, ну, как бы он нам нафиг не нужен. А, они здесь расположились. Это они следят за грузовыми автомобилями. Но я так понимаю, в Березовом уже никого нет. И никто не живет, кроме предпринимателей и каких-то там... Раньше там мебельный магазин даже был. Итак, мы в поселке Березовый. Сейчас мы будем снимать все, что тут у нас осталось в этом поселке. И мы давайте сейчас попробуем пролететь. Поднимаемся на высоту. Ну и пошли, поехали над тайгою. Высота 20 метров. Я думаю, что тут вряд ли будут выше какие-то объекты. Вот издалека, с высоты как бы видно все, что есть тут. Сейчас высота порядка 50 метров. Пролетаем. Здесь у нас, я знаю, здесь находится ферма лошадиная. Хотел для вас еще вот красоту снять, конечно, тут лэп. Хорошо видна лэп. Там какой-то у нас поселок, не поселок, или это продолжение дач. Вот кто знает, пишите, конечно, в комментах. Это под лэпом, понятно, тут выстрелено все. Вот. Наверху, если хорошенько видны, да, вдали там видны полигоны, дражные полигоны реки Ирелях. Сейчас, если у нас получится, мы вот поднимаемся еще немножко повыше, да, сейчас. И ну, внизу вы уже посмотрели, да, от поселка Березового там мало что осталось. Сейчас попробуем немножко пролететь. Побольше высоту возьму. Дражные полигоны видны хорошо. Мы отлетели 200 метров. Все, мы выезжаем из поселка Березового, все мы посмотрели, все облетели, все окрестности.
Я так думал, что поселок в основном по правой стороне, он оказался по левой стороне, в сторону реки Ирилях, и там очень много, довольно-таки много домов жилых, причем с довольно хорошим хозяйством. Ну, с высоты все видно, вот смотрите. Так, и мы сворачиваем на развилке поселка Алмазный и едем примерно 2 километра на базу, как он называется, Майский. Здесь уже дорогу прогрейдировали после дождя, она немножко выровненная. Ну и будем искать сворот на Майский. Погодка, конечно, нам немножко подпортила, но ничего. Главное, искусство требует жертв. Вся машина в грязи. Так, ну что за дорога такая? Куда вот он вынырнул мужик на машине? Да, вот она. Вот он, сворот на Майский. Как раз он говорил, вон там один чуть дальше, один чуть ближе. Так. Надеюсь, дорогу тут совсем не размыло, и можно будет проехать спокойненько. Ну и народу, наверное, сегодня, никого нет на реке, потому что разве что те, которые приезжают сюда на 2-3 дня. Ну, грязище, конечно, еще та. Я думаю, машина только чище, наверное, станет. О, сейчас ее можно в речку загнать. Я шучу, конечно. Берегите лес от пожара. Так. Ну вот мы и приехали. Ой, тут что-то какие-то карьеры поразрывали. Песок. Люди вон стоят, то ли приехали, то ли уезжают. Так, там тоже дальше кто-то есть. Ну, в принципе, мы можем здесь остановиться, да и все. Красота какая! Ай, здорово! Если не считать некоторых нюансов с кострищами всякими неорганизованными. Ой, какая водичка чистая. Ой, здорово-то как. Ой, красота-то какая! После Чуланыра-то, конечно... Ой, холодновата водичка. Ой, но все равно жесть. Ой. Мне кажется, даже в воде теплее, чем наружу. Сегодня такой сильный дождь был, что... Не знаю, будет теплее или нет. Ой, нормально. Согрелся. Красота! Просто Черноморское побережье просто отдыхает. Где еще такую красоту и теплую водичку можно? Во-первых, никого нет. Никаких тебе шезлонгов, турков и всякой такой дребедени. Вообще просто красотень. Мы поехали снимать поселок Орлах, или бывший совхоз Новый, или как это вообще называется. И сами знаете, здесь по пути река Батуобия делает вот такой крюк и близко приближается к трассе между Алмазным и совхозом Новым, или поселком Орлах. Вот он уже сейчас знак Орлаха, мы проедем. И в паводок вода поднимается, заливает эту дорогу.
А сейчас, вот смотрите, то есть она поднимается, грубо говоря, сейчас метров, наверное, 8-10 выше. Видите, какой перепад. Вот такая вот красота. А мы едем дальше. Машина сегодня у нас уделана по полной программе. Ухряськали ее. Камеру протрем, чтобы... Ничего не видно, я даже ее отмыть не могу. Вот это, блин, цемент, я вам скажу, он вообще не отмывается. Так, вот проезжаем Стеллу, поселок Арылах. Осталось тут буквально, наверное, с километр, может быть, чуть больше. И будет сам поселок. Все, мы въезжаем в поселок Арылах. С правой стороны у нас, по-моему, птицеферма, если мне память не изменяет. Да, птица-товарная ферма Новый. Здесь у них даже вот такое есть место для курения, беседка, небольшое озеро, понятно с чем, да? С левой стороны автотранспортный парк, автобаза. Не знаю, работает она или нет, может там вообще на базе нее какое-то другое предприятие. Дорога в самом поселке, конечно, бывшая асфальтированная, тут слалом только устраивать. Вот там ограждения какие-то, видимо, это не знаю, для чего оно сделано, может быть для того, чтобы животные не выходили на дорогу. Чего здесь в полном достатке, потому что во многих дворах имеются коровы, лошади или какой-то другой скот. Попробуем проехать через весь поселок. Сейчас знаки есть. Но вот светофоров точно нету в поселке, поэтому нужно не опасаться. Да, здания, конечно, уже какие древние. Это еще первые постройки. Так чуть-чуть обновлены. Вот эти бараки на 2, на 4 хозяев. В центре, конечно, имеются там и каменные здания, и деревянные двухэтажные здания, и даже, по-моему, каменные 4-этажные здания я встречал. Вот там имеется у нас вышка связи, видите ли, башня. А в целом вот такие вот дома. Сейчас мы подъедем. Здесь в поселке есть храм православный. Можем даже подъехать к нему посмотреть. Начинается небольшой дождик. Здесь слева-справа, смотрите, магазинчики имеются какие-то. А здесь вот такой вот православный храм. Солнышко нам светит, конечно, плохо видно. Главное, почему-то рядом с вышкой, с телебашней с этой. Так, что у нас тут дальше? Дальше, по-моему, здание городской администрации с правой стороны. Слева уже двухэтажные такие более-менее цивилизованные дома. Блин, солнце вот как-то не очень вовремя оно начало разыгралось. Есть небольшой парк. Не знаю для чего. Ну, видимо, там какие-то качели, дети играют. Магазины. Вот такие двухэтажные дома здесь. Там чуть дальше, если пройти, там уже речка и лес. И, в принципе, все. Вот и весь поселок. И в конце поселка здесь имеется вот несколько, вот знаю, я говорил 4, да, нет, 3-этажное здание. 3-этажные вот такие каменные дома. Слева там даже не знаю, что это. Школа или кинотеатр какой-то. Вот с правой стороны что-то недостроенное, какое-то здание. Блин, дождик начался. И где-то я там видел, есть еще... А, это жилые дома здесь. Вот такие двухэтажные дома. И еще с правой стороны будет у нас мини-молокозавод. Где-то я что-то его, если честно, не вижу. Здесь вот у нас
что здесь. Здесь тоже жилые дома. И где-то есть у нас поворот на пионерский лагерь Орленок. Он тоже недалеко от дороги находится. Дети в нем отдыхают. И, по-моему, в этом году заезды не вместо 21 дня, 14 дней. Вот с правой стороны мини-молокозавод Алроса. Сейчас мы будем его проезжать. Там чуть-чуть получше будет его видно. Вот так вот он выглядит. Вот здесь у нас находится пионерский лагерь Орленок. Детский оздоровительный лагерь. Вот туда дорога ведет на Орленок. И если у нас получится, мы нашим коптером сможем что-нибудь заснять. С правой стороны дворец культуры Той-Хая. Не знаю, проводятся там какие-то мероприятия или нет. Ну, навряд ли. Вот такой вот жилой комплекс. Грубо говоря, все эти древние деревяшки, которые были построены 50 лет назад, 40 лет назад. И все. На этом, как говорится, поселок и заканчивается. Вот слева, справа от дороги. И с правой стороны там же видно было, что там сразу речка идет. Канализации в поселке нет, поэтому
все сточные воды, все вывозится водовозками в город Мирный. Вот пешеходный переход. Здесь он. Ну, здесь, видимо, не принято пропускать пешеходов, поэтому едем дальше. Местные здесь не соблюдают правила. Несколько магазинчиков небольших продовольственных. Алкоголь, по-моему, вообще запрещен здесь к продаже, разве что только каким-нибудь подпольным способом. Вот, а так в целом, ну ничего, живут же люди, как-то живут и в принципе не жалуются. Я многих знаю, у нас в Мирный ездят на работу каждый божий день, как на работу. Вот совсем заброшенный домик. Кстати, я даже не поинтересовался, а как здесь улицы называются, потому что не видно ни одной. А может просто номера домов, поселок, дом номер такой-то или что, я даже не знаю. Вот номер 11 дом. А какая это улица, никто не скажет. Центральная. О, единственную вывеску увидел, это улица Центральная. Ну и все, в принципе, вот и поселок закончился. Слева, справа вот частные дома. И потом на краю города какой-то автохозяйство и птицефабрика. Те самые яички, которые мы каждый день едим на завтрак, вот здесь они и производятся. Дороги, конечно, убитые. Как и в любых других селах, к которым проезжали, ездили когда в музей. Во всех селах вообще дороги отсутствуют полностью. То есть асфальта там никакого нет. Это здесь еще, как говорится, это жирный асфальт. Хорошие дороги в поселке Орлах. Все, мы выезжаем из поселка и едем в поселок Алмазный. Раз уж наши подписчики потребовали с меня 7 шкур содрать, ну, чтобы я снял все эти поселки и Алмазный, и совхоз Новый. От МУАДа там, по-моему, вообще практически ничего не осталось, вследствие того, что новая дорога с новым мостом, вон коровушки пошли, видите, полностью лишила поселок МУАД, или как он называется, Новый, поселок Новый, полностью лишила какого-либо достатка, ну, какой-либо прибыли, какого-либо заработка, и там практически никто уже не живет, но заехать можно посмотреть. Мы свернули с центральной трассы, вот по левой стороне там видно, дорога пошла на мост, а мы заезжаем в поселок Новый, так он называется. Ну, скорее всего, это бывший МУАД, там, где базировалось Мирнинское управление автомобильных дорог, и они поддерживали переправу, понтонную переправу через реку Ботобия. Сейчас мы подъедем туда, спустимся к реке, если там еще спуск этот остался, и посмотрим, и покормим там этих комаров. Да, вот он, здесь река Учугуй-Ботобия, Учугуй-Ботобия-УРБ. Вот здесь мы раньше на понтонах переправлялись через реку, а теперь у нас есть мост. Речка, конечно, такая сейчас уже пообмелела, не то что весной. Сейчас выйдем и посмотрим. Вот здесь мы всегда спускались. Зимой была ледовая переправа вот туда. И с той стороны дорога выходила и шла вверх на поселок Крестях, на первую переправу. Примерно туда около 100 километров.